Всем привет! Привет всей российской интеллигенции, которая сейчас прильнула просто к голубым экранам. Очень приятно, что мы все вместе, несмотря на сложности и на трудности. И у меня такая тема, конечно, очень мне близкая. Выживет ли культура, да, и нужна ли будет культура людям после карантина и вообще во время карантина. Это самое такое для меня важное, потому что это моя сфера, этим я живу, это я продвигаю, и это смысл моей жизни и миссия. Вот, и вдруг наступает такой момент, когда люди такие: да подожди ты, да не до культуры, нам бы вот что-то хавчика закупить, там, детей в школу отправить, или там дома что-нибудь, гаджеты какие-то купить для того, чтобы дети смогли эту онлайн безумную учебу продолжать. Вдруг вот я оказалась в системе такой Голливуда, да. Голливуд был такой успешной индустрией, зарабатывал просто огромные миллиарды, миллиарды, а потом так хренась, случился карантин, и все гонорары посыпались, вся индустрия остановилась, все звезды сидят дома и на одном с нами уровне делают и тиктоки, и записывают видосы, лайфхаки. Риз Уизерспун делает челленджи и делает смузи, да, мы все вдруг стали на одной волне. И это стало так неожиданно и внезапно, и ты понимаешь, что, в принципе, случиться может всякое, и поэтому это время очень хорошо задуматься, тем ли ты занимаешься, так ли ты этим занимаешься, и что можно сделать и улучшить в этой сфере. Поскольку я человек такой миссионер культуры, я очень много об этом думаю, и если так анонсировать все, что я скажу, то мой, такой взгляд очень жесткий, может быть, многим не понравится. На мой взгляд, культура на карантине людям не нужна. А почему? Потому что та культура, которую мы привыкли, знать и потреблять, это культура вот таких высокодуховных личностей. Мы же такие все вот эти дети Достоевского и так далее. Это, культура очень депрессивная. Это культура таких глубоких переживаний, катарсисов каких-то душевных и духовных травм. И поэтому такая культура нафиг не нужна, потому что мы сейчас оказались в таком ужасе и в таком экзистенциальном вообще, катаклизме. Мы сами живем как будто в зомби-апокалипсисе, и всё, что нам показали там культура и фильмы, и книги, вдруг, происходит с нами. И поэтому зачем нам культура? Мы сами сейчас переживаем какое-то перерождение. И все, что мы читали, и все страсти, которые были там в литературе, они даже не дотягивают до того, что сейчас происходит, ну, на мой взгляд. Вот, поэтому мне кажется, что, лозунг такой советских времен: "С кем вы, мастера культуры?" Щас надо немножко переосмыслить и понять, что культура должна немножко адаптироваться под эту жизнь, и культура такая немножко должна быть народной. Народной, и, поскольку мы сейчас все выровнялись, все сидим в одном и том же интернете. Это, как будто мы все пришли в какой-то один большой, большущий, театр, да. То есть есть большой театр, а интернет — это большущий театр, в котором мы все и актеры, и зрители. И, это все для нас так ново, это все так неожиданно. И тот, кто вчера был творцом, сегодня становится зрителем, а зритель вдруг, начал писать пьесы на карантине. И все так поменялось. Это как вот в медиа, в котором, да, мы работаем, и я сама журналист по профессии, случилось очень быстро, когда читатель вдруг стал писателем. Когда все, кто, потреблял твои медиа, вдруг становятся активным, таким, создателем контента и ньюсмейкером, и помогает журналистам набирать новости, гораздо лучше, чем штатный там какой-то алкаш, который работает в редакции и плохо работает. Вот, это как бы такой крупный, большой заход, а теперь по мелочам и по деталям. Поскольку мы работаем с такой с лучшей частью города, и это, конечно, такая хитрая позиция, потому что я сразу объявила, что здесь у нас секта интеллекта, и ко мне сразу потянулись сектанты, сразу потянулись умные люди. И, конечно, мне легко, потому что хорошо работать с отличниками, да, ты с двоечниками, Наташа, поработай. Вот, и, конечно, я такую провела селекцию и очень, обхитрила всех, потому что, если, вот поговорка есть такая: если там человека назовешь свиньей, он захрюкает, да. Если человека назовешь умным и интеллектуалом, человек приходит и
ему ничего не остается, кроме как быть умным. Поэтому очень смешно было, когда мы начали проект «Умная пятница». Это один из наших самых популярных форматов. Это 5 лекций в формате TED, но за один вечер. По 20 минут просто люди приходят, сидят, накатывают тут, общаются, играет джаз, свечи горят, и умные люди читают лекции. Так вот, на первые «Умные пятницы» приходили люди и на входе говорили: «Извините, пожалуйста, а вот у нас высшего образования нету», или «Я там диплом дома забыл с высшим образованием». То есть человек думал, что это какая-то такая входная тема — показать интеллект на входе. А на самом деле это просто элемент шоу, когда мы сначала играем в умных людей и культурных, а потом мы становимся умными и культурными людьми. Поэтому я немножко людей обманула, и люди в эту игру охотно играют, и мне самой это нравится, потому что я сама не такая умная, как может показаться, вот, и поэтому мне тоже приходится подтягиваться, быть интеллигентной. Все знают, что я люблю материться, но у себя в клубе, в рассаднике культуры, я матерюсь очень редко, потому что цветы вянут. Вот. Это к вопросу тому, как здесь произрастает культура и переживет ли она карантин. Мы, конечно, все остановились и остановили наши проекты массовые, которые нам позволяют зарабатывать деньги и платить за аренду, поскольку мы существуем как финансово устойчивая такая организация, хоть мы и не коммерческая, но, по крайней мере, мы все, что зарабатываем на платных мероприятиях, уходит на аренду и какое-то покрытие наших текущих расходов. И если нам на что-то не хватает, то мы обращаемся к горожанам и бросаем такой клич, что помогите, не хватает там на аренду, помогите, мы собираем на тепло. И каждый раз указываем, что именно нам нужно, и горожане относятся к нам как к таким детям, немножко таким смешным, талантливым, раздолбаем, которым надо помочь. И вот на карантине вот это я тоже боялась, думала, что люди настолько уйдут в свои коммунальные хозяйственные нужды, что они отвернутся от нас. Оказалось, нет. И вот та тема баркемпа онлайн, которая у вас заявлена, солидарность, она проявилась просто в десятикратном размере, потому что, как правило, жертвуют, вот вы, наверное, люди с благотворительностью, имеющие очень такую большую тесную связь, вы понимаете, что благотворительностью занимаются не самые богатые люди. Так вот те самые не очень богатые люди, они просто на карантине очень трезво посмотрели на свой бюджет и очень приходили многочисленные, но маленькие пожертвования. И когда нам исполнилось 5 лет в июне, 3 июня, наши друзья запустили флешмоб «Поздравь рассадник культуры с днем рождения» и перечисли любую сумму. Так вот, скажу я вам, что мы собрали 50 тысяч рублей за один день. Я просто утром проснулась, я не знала про этот флешмоб. Я открываю глаза, смотрю в телефон, а у меня там деньги капают. Я думаю, боже, что я сделала? Где я обнажилась пьяная перед камерой? Что я ночью делала, что я так заработала денег? Это было так прекрасно и неожиданно. Потом я пошла по хэштегу, увидела везде, меня там отмечают все. И это такой был высший акт доверия и признания того, что мы нужны людям, и люди нам нужны. Потому что за то время, что мы существуем, нам 5 лет исполнилось, мы для себя определили, а у нас работает команда, очень дружная команда волонтеров, в основном это студенты, даже школьники есть. Вот, я среди них самая пенсионерка такая, но они не отпускают меня на пенсию, да и Путин не пускает. Вот, и они говорят: «Наташа, учи новые слова, Наташа, учи новые тренды, послушай новые песни», поэтому мне стариться никак не получается. Вот, и поэтому молодая команда наша, и вот мы вместе определили, что наша миссия, первое и самое главное — это поддерживать в человеке способность мыслить. Мыслить критически, мыслить аналитически, не терять эту способность вообще смотреть и понимать, что происходит в этой жизни. То есть сопротивляться пропаганде, сопротивляться каким-то фейковым новостям, то есть быть умным человеком в широком смысле этого слова. Наша задача и объединять этих людей, потому что, по большому счету, в Петрозаводске больше такого места нету, где бы люди в неформальной обстановке могли бы высказать свое мнение. Когда я говорю, что одна из миссий агрикалчи — дать человеку прийти и высказаться, многие мне оппонируя говорят, что так в интернете же можно высказываться. И я всегда говорю в ответ на это, что
в интернете очень часто любая дискуссия скатывается в интернет-срач. И это как бы не тот уровень дискуссии, когда человек поддерживает в себе интеллигентное лицо, понимает, что нельзя обзывать и унижать там достоинство твоего оппонента. А в интернете это все можно. В интернете вообще все позволено. И тебе никто не придет и не набьет морду. Вживую вот эта культура публичного ведения дискуссии, публичного диалога в обществе, она, в принципе, вся отсутствует. И поэтому, когда появилось наше пространство, мы поняли, что недостаточно делать какие-то просто культурные форматы. В чем вот успех нашего рассадника культуры? Не в том, что мы здесь даем концерты или стихи читаем. Концерты дает филармония, стихи читают в школах, в конце концов. Везде есть какие-то форматы, те, которые мы у себя практикуем. Но мы к каждому формату добавляем дискуссию в конце, мы добавляем какой-то интерактив, и человек может не только потребить эту культуру, но и переработать, проанализировать и выдать какой-то третий продукт, то есть его мнение, вот такое публично высказанное. И это самое бесценное, что есть вот в этих всех форматах, которые мы изобретаем, которые мы у себя проращиваем, мы же рассадник, поэтому рассада у нас бывает разная. И очень многие спрашивают, а как появляются форматы, а есть ли у вас там какие-то факапы, какие-то неудачные форматы, которые там мы запустили, кажется, что вот они пойдут, а они не пошли. Да, таких было полно, потому что не попробуешь там 10 форматов, не вырастешь какой-то один. У нас, например, была такая идея в самом начале, когда мы со Светой Кольчуриной начинали наш рассадник культуры, мы придумывали и то, и это, и чтение, и концерты. И у нас был такой проект танцы для, ну, для взрослых людей. Хаботека такая. Вот это, знаете, самый, наверное, такой большой факап, который произошел в агрикалче. Но у меня есть коллекция таких позорных мероприятий, я их коллекционирую, и везде не стесняюсь их как бы делиться этим как кейсом, как может быть плохо и как на этой неудаче можно построить какие-то удачные проекты. Потому что, как правило, когда случается какой-то очень стыдный провальный проект, ты просто собираешься и думаешь, блин, этот позор надо как-то пережить. И ты потом придумываешь взамен просто 5, такая акция за один позорный, 5 хороших проектов. Поэтому после позора ты встаешь еще больше, и рождается что-то прекрасное. Такое было неоднократно. И вот этот проект «Хаботека» — это танцы такие под предводительством музыканта петрозаводского Андрюшечки Хабынина, очень талантливого человека, который говорит: ой, Наташа, у меня хороший вкус, я вот поставлю, придут мои друзья, придут там люди. И Андрюшечка так готовился, что не выдержал и набухался. Вот, и он пришел пьяный, и, вот, и просто сидел в углу, это действительно была хаботека, потому что Андрюшу все любят, он гениальный человек, да, но просто и пьет он гениально. И вот он сидел в углу, а диджей Наташа ставила треки, и это был такой позор, потому что я не та нью-йоркская бабушка, которая там играет какие-то очень крутые миксы, я просто ставила песни из своего контакта, и это был такой стрёмный проект, мы его месяц где-то так попестовали, и потом поняли, что надо вовремя сказать себе стоп. Вот. Но пробуя разное, мы там со Светой делали какие-то проекты, которые нам нравились, но люди как-то, ну, не очень отозвались на это. И такая шутка у нас была, как из городка, там, оба зрителя в зале, можно начинать концерт. То есть придут две бабушки каких-то одиноких, мы такие, ну окей, вот наша целевая аудитория. Мы долго очень искали целевую аудиторию, пробовали, потому что Света Кольчурина, она в дизайне, в ремесле, в этнокультуре сильна. Я в каких-то там литературе, театре и таких сценических жанрах и дружу со многими из арт-сообщества, и умею это продвигать, и плюс журналист, поболтать люблю. Вот, то есть вот мы пытались все, что мы любим, продвинуть и дать людям. И люди там ногами голосовали, да, нет, не знаю. Вот. И когда мы делали вот эти проекты, как на оба зрителя в зале можно начинать, а потом Света говорит: Наташ, давай попробуем, есть такой классный формат «Ресторанный день». Вот финны делают, и по России он только пошел. Говорю, давай попробуем.
Вот, и мы запустили рекламу, поскольку у меня там в соцсетях очень много там подписчиков, и я, поскольку уже старая и давно в городе работаю, поэтому у меня большая аудитория, и достаточно было там написать один пост, и люди в это расшарили, и вот мы пригласили людей на ресторанный день. И когда пришла 1000 человек, мы со Светой такие сели и говорим: нафиг эту культуру, нафиг, люди просто хотят пожрать. Вот. Но потом мы стали просто соединять, мы стали в ресторанный день вносить какие-то культурные элементы. И вот уже там, когда мы поменяли место жительства, переехали вот в это пространство, где сейчас я нахожусь, мы просто сделали открытие нового сезона, ресторанный день плюс концерт в формате квартирника. И это было так успешно, там пришло даже несколько тысяч, просто они приходили, уходили, целый день ели, слушали музыку. То есть это такой синтез каких-то разных форматов, который помогает с людьми держать очень близко неформальную связь. То есть я вообще очень люблю сама поесть, что, в принципе, видно по картинке, и очень люблю покормить. У меня есть такой синдром мамочки. То есть человек еще только зашел, я уже достаю, что у меня там в сумке, как вот те бабушки, у которых конфетки есть в кармане всегда, и они детей видят и достают такую конфетку всю с пылью, там, с плесенью, на, поешь. Вот я люблю очень угощать людей, поэтому я понимаю, что еда – это очень хорошая форма коммуникации. И если вернуться еще раз к тому, с чего мы начали, что выживет ли культура, то выживет она только в каком-то таком сплаве, в каком-то синтезе с очень разнообразными формами взаимодействия, существования. То есть если выживет театр, то он выживет с обсуждением плюс еда. Если там литературные чтения, то это какой-нибудь, не знаю, может быть, чтение под живую музыку, чтобы обязательно был синтез, чтобы это было не такое вот филармоническая подача. Послушали, похлопали, поклонились, ушли. Вот, чтобы это обязательно включало в себя какие-то элементы жизни. И вот то, что сейчас пробует театр, там, например, зум-спектакли, зум-пьесы делает, это очень интересно. Мне это не нравится. Я послушала, даже великие театры делают это. И мне кажется, они сами еще это не освоили, они сами еще очень робкие в этом формате, но тем не менее выживет культура, наверное, вот в этих, в разных таких вариациях, когда можно пробовать, можно находить и нащупывать. Мне кажется, что мы сами еще не нашли тот формат, поскольку карантину нет конца, и мы снова готовимся ко второй волне, и кто знает, может родиться еще что-то третье. Мы вот на карантине, например, за апрель мы провели 80 трансляций в группе Agriculture. То есть мы делали и йогу, и концерты, и какие-то лекции, и советы. И обратная связь показала, что людям очень нужны какие-то лайфхаки. То есть если прогнозировать чуть-чуть вперед забегая, какая культура, может быть, останется с человеком после карантина, та, которая его поддерживала, потому что у людей сейчас очень высокая тревожность, люди не знают, что происходит, и поэтому то, что просто включается в интернете и говорит: знаешь что, чувак, тебе надо вот то-то и то-то, даже если это полная фигня. Просто человек, он настолько напуган, что любое вот такое спокойным голосом сказанное послание, там, чувак, возьми томик Пушкина, сядь, ноги поставь в тазик, попарься, сейчас мы тебе джаз поставим. То есть все должно как-то, не знаю, вот медиасообщество и те, кто занимался культурными проектами, они, мне кажется, должны взять в свои руки инициативу и немножко успокаивать людей. То есть сейчас культура и те, кто лидеры культуры, они немножко работают психологами. И я чувствую за собой какую-то миссию протянуть руку помощи своей аудитории. Потому что люди растерялись, и когда, я помню, вот грохнул этот карантин, и вот я где-то 2 недели сама сидела в панике. Что делать? Я человек пожилой, я тоже склонна к панике. Слава богу, у меня есть 2 кота, и я антидепрессанты свои поглаживая, успокоилась. Когда я привела себя в состояние такого баланса какого-то внутреннего, я поняла, что мне надо, от меня чего-то ждут. И, поскольку мероприятия отменены, я вышла просто на площадку, на онлайн-площадку, сказала: "Ребята, мы с вами. То, что мы вам делали, читали, играли, мы будем в каком-то минимальном виде играть, читать и показывать, но в основном мы будем говорить".
И самые такие очень хорошо зашедшие форматы, это, конечно, были стримы с психологами, с психотерапевтами. Вот завтра будет наш Виктор Павлович Лебедев говорить тоже о том, как справиться со всякими паническими вещами во время карантина. Вот все это мы делали, и мы понимали, что мы немножко успокаиваем свою аудиторию, и вот в этом я вижу свою миссию как такого деятеля культуры. Ну, или бескультурья. Вот. И примеры солидарности, я вот приводила свой пример, что люди помогали и нам просто перечисляли деньги на день рождения. Точно такие же несколько кейсов у нас в Петрозаводске случились. А, Подруга моя, Саша Сухова, она и зооволонтер, и эко-волонтер. Она помогает животным, она помогает приюту, городскому приюту, двум даже приютам. И поскольку она в Петрозаводске очень такой успешный, популярный человек, она использовала свою популярность, свою медийность, она ведущая мероприятий. Мы с ней делаем вместе фестиваль «Мой поэт» и делаем много концертов в Агрикалче. Такая девушка очень модная, то есть Сашу все знают. Саша использовала свою медийность для того, чтобы собрать денег для собак. И она придумывала разные проекты, там, собирала гречку благодаря своей там, известности, собирала рис. Там, говорит, теперь неделя риса, а вот сейчас неделя гречки. Потом каких-то там нашли в лесу щенков целую семью. Саша делала модные в Инстаграме там сторис с этими собаками и мордами. И Саша собрала то ли 97, ну, в общем, под 100 000 вот на семью вот этим собакам, вот на карантине. Вот просто за одну неделю. И это тоже пример того, как люди объединяются, когда они испытывают доверие. Это вопрос доверия. Если ты личность, которая себя ничем не запятнала, если ты, прости господи, не единорос, да, которому там всегда с подозрением умный человек смотрит, если ты там не в политике, не в скандалах не участвовал, а общественник, и твои проекты известны, то в обществе к тебе повернутся люди. Если ты что-то делаешь для людей на этом карантине, то и люди и рублем поддерживают, и помогают, и трудом, и так далее. Как мы делали изначально агрикалче. Мы когда только въехали в новое помещение, у нас не было ни мебели, ни посуды, ничего. И мы просто бросали клич. Я вот писала каждый день у нас на странице пишу там «Доброе утро, разнарядка на этот день». Просто я как прораб себя вела, писала «Нужны гвозди 10 штук, стулья 3 штуки, даже унитазы я собрала. Мне принесли 3 унитаза и одну раковину. Раковину нам подарила Галина Игоревна Ширшина, бывший мэр Петрозаводска. Она мне позвонила и говорит: «Тебе раковина нужна? У меня дома болтается ненужное. Нести?» Я говорю: «Конечно, нести». Вот, и у нас в туалете вот до сих пор стоит раковина имени Галины Ширшиной. И это очень приятно, потому что очень греет, что такие люди хорошие, которых ты уважаешь, они поддерживают тебя и всегда об этом говорят, всегда пишут, если в соцсетях, то это упоминают. Еще говоря о солидарности, хочу вспомнить пример Эмилии Эдгардовны Слабуновой, лидера партии «Яблоко» федерального. Она из Петрозаводска, она наш большой друг, она долгое время была директором лицея номер один, такого очень крупного в Петрозаводске и крутого интеллектуального такого рассадника тоже детской и школьной культуры. Когда у нас появился наш рассадник культуры, она приходила к нам на субботники. Она говорит: «Я умею шить». Говорит: «Я ничего не умею, а вот шить умею. Можно я приду и пошлю?» У нас была машинка, и нам надо было пошить такие мягкие подушечки на скамейки и на стулья и так далее. И эти подушки, которые шила Эмилия Эдгардовна, до сих пор служат спустя 5 лет нашему арт-пространству. Я каждый раз на них смотрю, и у меня просто вот, когда я вижу в новостях где-то Эмилию Эдгардовну, там либо в Госдуме, либо на федеральных каналах, когда выступает, я все время шлю ей такие лучи добра. Спасибо, Эмилия Эдгардовна. Подушечки, моя попа помнит, они работают. Вот это о том, что если идея хорошая, она всегда будет поддержана обществом. Надо просто отсекать у себя в голове, что нравится не только тебе, а что нужно людям. Поэтому сейчас вот выживут те нужные проекты. Вот я не случайно говорю, что сейчас как бы журналисты даже отходят на такой второй план, а блогеры и лайфхакеры разные, советчики, они выходят на первый план, потому что люди их слушают. Людям нужны проповедники. А кто у нас проповедники? Не Путин же проповедник.
Да, вот Навальный хороший человек, но он тоже в нем много борьбы. А кто вот нейтрально будет говорить с людьми, вот мне кажется, что это люди культуры, должны говорить, не будучи задействованы и замешаны в каких-нибудь политических скандалах. Вот, поэтому моя задача держать связь, держать руку на пульсе и подытожить так свое выступление хочу тем, что а, наверное, сейчас поменяется не только ценности у нас поменяются компетенции человеческие. Вот мы здесь все люди такие волонтерские, работающие на волонтерских основаниях. Мы не получаем зарплаты, мы скажем так, ведем маленькую службу обществу. И все это люди, у которых, ну, в основном это молодежь, я уже об этом говорила, у них настолько развиты компетенции, которые не свойственны старшему поколению, что я просто восхищаюсь, как вот эта молодежь, она развивает те навыки, которые в будущем могут родить какие-то новые профессии. То есть компетенции, там, например, основанные на ценностях свободы, уважения личности, то есть не важно, есть ли у тебя высшее образование или нет. Важнее, как ты общаешься с человеком, насколько ты толерантен, открыт, насколько ты умеешь работать в стрессовом состоянии, насколько ты устойчив к каким-то переменам. Это тоже очень важная компетенция, когда в мире бардак, а ты устойчив к этому. Да? Поэтому мы вот тоже как бы себя пробуем на вшивость, и вроде пока мы держимся, и даже в малом формате может быть, и выйдем. Поэтому сейчас надо просто перенастроиться на новые компетенции и ценности нового мира. И мне кажется, что в принципе надежда есть, мы все выживем, вот, если только протянем руку друг другу, потому что солидарность — это очень точное попадание ваше с названием в тренды и в то, что происходит, и то, что сейчас нужно. И события последних, там, политические события последних недель, там, Хабаровск и Беларусь, да, говорит о том, что люди, в принципе, едины, если идея хорошая, если идея годная, если их туда не сгоняют, а они по зову сердца приходят. Поэтому в культуру по зову сердца приходите, вступайте в ряды, вступайте в секту интеллекта. Это самая годная секта в нашем городе. Вот, собственно, все, что я хотела сказать. И, наверное, какие-то вопросы, потому что мне сказали, что там, до получаса, а потом вопросы. Поэтому готова, чтобы со мной кто-то поговорил. Да, вопросы уже есть. Наталья, спасибо за такую полноценную, очень интересную лекцию. И вопросы уже прилетели. Но давайте сначала комментарий вот появился. Цитирую. «Взгляд по ту сторону экрана во время пандемии. Были сообщества в соцсетях с афишами онлайн-событий, была куча концертов, и с музыкантами можно было общаться в прямом эфире. И мне кажется, вот человек пишет, что это дало новый виток развития культуры. Вот согласны ли вы, что это новый виток?» Да, это очень интересный формат, потому что даже петрозаводские музыканты, которые проводили концерты, например, наша подруга, единомышленница и член команды нашей Настя Орлова, очень талантливая музыкантка и очень там яркий автор, и она очень близка мне по духу. Она делает проект «Квартирник» у нас. Она делала концерты из дома, домашние. И тот интерактив, и то общение, которое там во время концертов шло, это было бесценно. И Настя сама говорит, что она получила столько энергии, столько нового вдохновения. Она записала песню, там доделала на карантине. Это да, это питает людей, но поскольку живые концерты, они как-то монетизируются, то онлайн-концерты, они не настолько сильно монетизировались, поэтому если готовы будут музыканты, например, играть там за 300 рублей за концерт, то да, но это надо тогда иметь какую-то другую профессию, чтобы там как-то зарабатывать на жизнь. Поэтому тут надо вопрос монетизации продумать, чтобы музыканты тоже не голодали. Потому что Вот как все это хорошо играть, но не получается вот просто так играть бесплатно каждый раз. Это же огромные силы тратятся, подготовка к концерту, репетиции, новый репертуар готовить. И если это не будет еще отдача денежная, то надолго их не хватит. Вы вот как раз хорошо к монетизации подвели, потому что следующий вопрос про монетизацию. Вот спрашивают, как моральную поддержку Agriculture Club удается конвертировать в материальную? Моральная поддержка очень хороша не только вот добрыми словами.
Я всегда говорю, да, в принципе, об этом говорят все проектные менеджменты и все учителя говорят, что ресурсы есть разные. Если человек там говорит, у меня нет денег, значит, человек просто плохо проанализировал свои ресурсы, потому что ресурсы есть еда, стройматериалы, а, поддержка в СМИ, а, какие-то просто репосты и поддержка в соцсетях дружественная, там лайки, шеры, репосты и так далее. Вот, поэтому это все конвертируется поддержкой вот всесторонней. То есть, в конце концов, люди просто приходят, иногда нам приносят еду. Вот знают, что тут очень много там студентов, которые пришли с учебы и хотят поесть. Поэтому люди, приходя и внося плату за мероприятие, еще приносят чай, печеньки, знают уже вкусы команды нашей и приносят вот какую-то еду. Очень яркий пример я могу привести про Сашу Жунева. Вы, наверное, его все знаете. Саша Жунев просто величайший стрит-арт-художник. К сожалению, он ушел несколько лет назад из жизни в очень молодом возрасте. В Петрозаводск его привезла Света Кольчурина, и Саша разрисовывал, делал такие боковые панели, 3D-рисунок из эпоса Калевала. Очень, очень классный, до сих пор там в нашем бывшем месте обитания остался вот от Саши такой подарок на память. И вот когда Саша приехал, мы вдруг столкнулись с тем, что Саша сыроед. Он ест только, вот ел только овощи, фрукты, сладенькое. Саша рисовал этот рисунок бесплатно, то есть нам только надо было позаботиться о том, чтобы он сюда доехал и его разместить. И он не брал гонорара за вот эту свою шикарную работу. Но мы взяли на себя обязанность его прокормить. Чем кормить сыроеда? Понятно, что там каждый день надо покупать овощи, фрукты разнообразные. А они, вот если их разнообразить, питание вот это, оно дороже, чем там обычное какое-то там макароны с котлеткой, да, и мы такие, блин, что делать? И мы просто тоже стали использовать это как пиар-ход. Я каждое утро писала там: дорогие друзья, сегодня Саша Шунев приступает там к нанесению эскиза. Вот. Саша сыроед, и вот мы не знаем, чем его кормить. Может, вы нам поможете, может, у вас там есть идеи, какие фрукты и овощи. Эта идея настолько понравилась горожанам, а мы тогда в кинотеатре располагались, Клевала, и кинотеатр работал с 9 утра. И каждое утро в 9 часов раздавался стук в окошечко кассира кинотеатра. Люди просто такие этому сонному кассиру говорили: примите овощи для художника. Кассир такой матом там крыл: да какой художник, он даже не понимал, он просто, его задача билеты продавать. А горожане несли сладенькое, несли огурцы. Просто когда мы приходили, а мы любили поспать там часов к 11, к 12, злой работник кинотеатра нам выгружал вот такие ящики фруктов, овощей, типа возьмите для своего художника. Вот это к тому, как монетизировать. Монетизировать можно по-разному, если ты понимаешь, что все люди одинаковые, все люди любят культуру, искусство, любят поесть, и люди для хорошей цели всегда объединятся. В данном случае мы донесли русскими словами, что то, что делает Саша, это подарок нашему городу. Раз он дарит это бесплатно, мы написали, что Жунев рисует бесплатно, благодаря, конечно, Свете Кончуриной, которая с ним дружила и вот уговорила его на этот приезд, дважды он приезжал. Вот. И горожане это поняли, и они поняли, что еда – это малый гонорар, которым можно отблагодарить Сашу Жунева. Поэтому вот один из примеров, мне кажется, очень ярко характеризует вот то, как я могла бы ответить на этот вопрос, если ответила. Конечно, ответили. Вот тогда у меня еще вопрос такой, вопрос в вопросе. Сначала начну издалека. Вот у нас есть опыт проведения у всех мероприятий, например, во время карантина, но он же тоже не вечный. И вот как, по-вашему, вот этот опыт, он во что-то потом перейдет в новое после того, как все ограничения спадут, или он вместе с ограничениями тоже вот исчезнет постепенно из нашей жизни? Он бесцельно и бесследно не пропадет стопроцентно, потому что, во-первых, команда вот наша научилась вся там вести трансляции, работать в Zoom, освоила и технику, и программы, и какие-то
новые методы и формы подачи. И это никуда не уйдет, потому что это уже нейронная связь уже образовалась. Мне кажется, что сейчас произойдет небольшая ревизия того, что надо делать оффлайн, а что, может быть, оставить онлайн. Потому что есть какие-то малые формы, которые, ну вот зачем тратить ресурс, задействовать там, да, удлинять этот транспортный след, там, чтобы люди доезжали, приходили для того, чтобы там посидеть, поговорить на итальянском языке. Да, вот у нас есть клуб итальянского языка, когда можно, например, в зуме поговорить. Но это я сейчас как бы к слову пришлось про итальянский, вот, или финский язык. Ну, там, если ходит 3 человека, то понятно, что можно и в зуме поговорить. А если там пришло 100 человек, и мы потом собрали на аренду, то да, эти форматы, вот эти большой солидарности, они важны именно вживую. Поэтому, да, сейчас пересмотрим, и я в том числе пересмотрю, и мне кажется, что никуда это не денется, это с нами останется, мы просто это как-то трансформируем и вплетем в свою оффлайн жизнь вот эти элементы. На примере Агри, например, есть уже какие-то конкретные проекты, которые вы вот 100% классно зашло в онлайне, давайте оставим в онлайне? Мне очень понравилось, как мы сделали онлайн-читку. Мы делали, девичник посиделки. У нас есть такой формат, девичник наговорила. И когда девочки собираются и, там читают письма. То есть это документальная читка женских историй. Мы сделали его, в интернете, и это очень хорошо зашло девочкам. Это очень, было по-уютному, домашнее, потому что все актрисы, у каждой был у нас там 5 человек читает, и мы делали 5 вечеров, и в течение этих 5 вечеров каждая девочка читала из дома эти истории, и в этом был какой-то такой домашняя посиделка, домашний квартирник, что ли, женский. Мне кажется, что этот формат надо чередовать. И стопроцентно мы оставим как такие вот промежуточные форматы между большими встречами, чтобы нам вот дотянуть до следующего. Очень понравилось, как Олег Липовецкий, режиссер, который автор проекта «Не то», сделал читку, и актриса из дома читала современную пьесу. Это тоже был эксперимент. И поскольку она сидела у экрана и якобы читала комментарии, то есть она сидела, это такая пьеса интерактивная, Олег там ее доработал, переписал, и вот она сидит и якобы читает. Читает она на самом деле то, что надо по ходу пьесы. А люди прям сидели в онлайн и писали: "Ты почему не прочитала мое сообщение?" И там началась какая-то вторая жизнь. Люди стали вступать друг с другом в коммуникацию, комментировать, действия пьесы прямо по ходу. Она читает, она, играет, а люди тут же принимают участие. Мне кажется, что это параллельная просто читка еще этих комментариев дополнила, и это был такой второй срез, из которого тоже может вырасти какой-то новый театральный формат, который вот-вот пока только репетируется. Это просто супер. Вот мы возьмем обязательно это на вооружение. А вот, Наталья, вы говорили, что вот современные культурные мероприятия — это всегда про синтез, то есть синтез чего-то с чем-то Мгм. вообще, казалось бы, совсем несоединимым с этим. А есть вот у вас, например, в голове уже какие-то такие примеры вот таких форматов синтеза, чего-то, чего вы еще не использовали, но очень хочется и, возможно, пока боязно или пока странно, непонятно, вот к чему хочется прийти, к такому, к какому синтезу? Но у меня есть, 1, проект на примете, который я не буду вам рассказывать, потому что могут украсть сразу же. Так. Потому что, я человек, который славится тем, что он что-то придумает, а у него тут же это все из-под носа уведут. У меня в свое время и журнал украли, у меня форматы я запущу, они потом гуляют по городу с другими названиями, поэтому я пока не буду говорить. Не обидно, если я запущу его у себя и потом его украдут. А когда я еще не запустила, а его уже украли, вот это будет обидней. Вот, поэтому тот, который такой с коммерческим наполнением, я его, пожалуй, оставлю пока не раскрытым, потом скоро узнаете. А так, э, вообще, была идея сделать читки. У нас есть проект такой "Читаем классиков". Он очень популярен, но это зависит еще от автора. То есть бывает автор, на которого там придет 30 человек, а бывает автор, на которого там 150 пришло и сесть некуда. Например, когда мы Довлатова читали. Ну, Довлатов, он всегда такой коммерчески успешный, и если бы он знал, когда был жив, насколько он будет популярным. И когда читали Довлатова дважды, мы "Чемодан" читали и читали "Иностранку".
Иностранку мы, кстати, онлайн читали. Нет, мы еще что-то читали, я забыла, что мы читали. Вот, и народу было очень много, и это такой проект, который люди требуют и требуют все новых писателей. Мы открываем новые имена, и читали даже Горчева, который с матами писал, и там люди говорили там: "Фу, вот все хорошо, если бы не эти маты". Ну, Горчев так писал, и это прекрасный писатель. Просто если человек в литературе видит только маты, значит, это проблема у человека. Потому что как бы умный человек имеет право материться, когда у него весь русский язык в арсенале есть. И вот я давно мечтала сделать какое-нибудь чтение под живую музыку. То есть, чтобы соединить концерт, но музыка там джазовая или инструментальная, чтобы соединить и сделать как такой, как раньше был в советское время радиоспектакль, когда была немножко музыка, немножко чтение, а это сделать вживую. Так, в принципе, делают там в филармониях и так далее, но у нас все-таки такой формат кафе интеллектуального, поэтому вот хотелось бы вот это сделать. И еще вопрос вот есть про мифы, так скажем, онлайн-мероприятий. Вот были ли такие мысли вот до того, как все еще началось вот это вот, когда предстояло только-только придумывать онлайн-мероприятия, вот мифы про них, что вот это может не получиться, вот это может не получиться, а после того, как уже все провели, эти мифы вот так вот разрушились и на самом деле оказались такими безболезненными максимально. Было ли такое? Я, всегда переживаю, что что-то, что я придумала у себя в голове, а у меня голова еще та хулиганка. Вот, и если я что-то придумаю, это людям не зайдет. То есть я не переживаю, что там, люди скажут: "Фу", и там меня заблокируют и так далее. Мне просто хочется максимально дать людям, а если я что-то даю, а это не пошло, то мне немножко обидно, да, что как-то я не попала. Значит, я что-то не так проинтуировала. И, мы делали очень много разных, и концертов, и давали много контента. И я очень, нервничала и не была уверена, что, надо давать школу блогеров. У меня есть в рамках Agriculture есть мой авторский проект "Школа блогеров". Я просто даю какие-то там базовые журналистские знания и по жанрам, и по написанию текстов, и там, какая-то анатомия рассказа, как соединить, там, слепить, и как там до внутреннего построения предложения, чтобы это было интересно. Ну, разные хитрости и приемы там писательства и просто написания текста. Ну, такие филологические игры. И вот я все думала: "Ну, блин, это же такая очень узкая отрасль, и, наверное, не стоит давать вот так на большой вот этот десятитысячную аудиторию". Но когда я запустила первый урок, и когда посмотрело 10 000 человек, я подумала: "Ничего себе, оказывается, это людям очень нужно". Потому что люди же, на карантине каждый, смог реализовать что-то свое, нереализованное в большой бурной жизни. И оказалось, писательство и навык вот этот писать посты, потому что все же мы писатели, попой по клавиатуре, да, и каждому этот навык пригодился. И оказывается, вот эти базовые знания, которые для меня, ну, очень примитивны, как вот азбука, да, какая-то, для людей, которые никогда не писали и, в принципе, не в теме, для них это очень оказалось полезно. И потом были такие огромные отзывы, такая обратная связь. И я каждый раз после вот онлайн-урока давала задания, люди выполняли домашку, я ставила оценки, на утро я разбирала, самые яркие примеры приводила. И, кстати, 10 онлайн-уроков в школе блогеров, они в группе у нас есть, то есть видео можно их найти, кто интересуется. То есть какие-то такие простые советы по написанию текстов, постов и рассказов. Вот это для меня было сюрпризом, что оказывается то, что я считаю каким-то вещью очевидной для людей, это какая-то невидаль. И вот тут я как бы это был миф, что это людям не нужно, а оказалось нужно. И вот еще вопросы долетели. Как как собирается Агри выходить из кризиса? Есть ли какая-то схема? А, Нам очень повезло с нашим арендодателем. Ильсия Зинатуллина, такая предпринимательница петрозаводская, которая нам сдала это помещение. Она человек, который очень хорошо понимает искусство, очень много у нее есть у самой проектов с культурой связанных. И как только начался карантин, я ей в панике позвонила и сказала: "Ильсия, а что делать? Там аренда. У нас же договор". Она говорит: "Не работаете — не платите. Заработали — платите". То есть, нам повезло, потому что у очень многих истории печальные, да. То есть арендодатели сказали: "Ничего не знаю, платите".
у вас там вон договор и так далее. С Альфией мы договорились о том, что когда мы запускаемся, то мы и будем платить. А пока вот мы в простое таком с середины марта мы не платим. То есть у нас аренда заморожена. Вот, поэтому либо мы сейчас продумаем какой-то формат, либо щадящего, не знаю, э, платежа, либо придумаем, не знаю, какие-то новые форматы и будем А вот, клянчить постоянно людей. ну вот тут Да, как вот. раз Либо гранты. в Мгм, продолжение как раз еще один вопрос, последний будет, заключительный у нас. Какая мгм, помощь нужна Агре прямо сейчас? Вот люди хотят помочь, чем они могут мгм. помочь? Всегда нужны деньги, потому что они вот то, что мы насобирали, там я на аренду отложила, и нужны нам можно помочь всегда ресурсами, например, образовательными. Если это люди, которые могут а, прочитать какую-то лекцию онлайн на нашей стене, это будет тоже очень хороший интеллектуальный вклад. Если человек чувствует себя в силах, в какой-то науке, в знании, если он готов поделиться либо советами, либо просто сделать экскурсию по своему дому для нашей аудитории, это тоже будет такая поддержка и помощь, потому что солидарность, она еще и в добрых словах, и в какой-то протянутой руке. Поэтому деньги, еда, доброе слово, трансляция, лекция. И, не знаю, в Петрозаводске мы раньше собирали книги, цветы и стулья. Сейчас у нас много цветов, слава богу, они не погибли на карантине. Приходили люди, поливали их. Стульев хватает, вот, поэтому осталась только вот такая интеллектуальная поддержка. Вот, и если хотят просто помочь нам, нас поддержать, у нас есть Яндекс кошелек, можно в соцсетях найти эту кнопочку и просто пожертвовать там каких-нибудь денег. Ну и Что, написать, Наталья? какие мы молодцы. Наталья, спасибо вам большое. Было очень Мгм. интересно слушать, очень как раз информативно и по фактам вы все разложили. Вам спасибо большое.